понимать, что муж здесь главный. Мужчина здесь, я не могу понять. Ребенок. Не, нормально. Нормально? Я просто нормально, извините, меня немножко этот шут сбивает, или это нормально, я не про это. Смотрите, женщина переходит на платформу мужа. Здесь четко женщина понимает, что главный муж. Муж женщину понимает, он дает ей время, не время, а он дает ей возможность на развитие, да? Он покрывает ее финансово. Даже, смотрите, женщина может быть здесь быть президентом. Она даже может больше мужа зарабатывать. Но когда она домой приходит, она понимает, что главный муж. Вот эта семья, это на самом деле, это первая платформа. Вот это, как называется? Тек. Вот здесь, то есть, род, то есть родовые знания. Теклер. Родовые знания, да, они переходят из поколения в поколение. Здесь практически семья вообще защищенная. Здесь мужчина под покрытием, там не только жена. Все женщины, которые находятся возле этого мужчины, они чувствуют, что какую-то, да, какую-то защиту. Понимаете? Это в этой платформе на самом деле проживают 3% людей. Да, не обольщайтесь. То есть это не про то, что я сказала, так и будет. Там не про то, что женщина ходит и мужу своему там ноги целует, ноги моет, да, жопу потянет. Не про это. Там есть понимание стопроцентное. Там, вы знаете, как еще объяснить-то? Некоторые, да, можно чуть-чуть добавить, некоторые думают, тем более казахстан думают, что тек, я там мен тек, чуть тек. Здесь вы поняли, да? Здесь находится все, из этого зала, наверное, всего лишь не полтора. Нет. Поэтому три про это иерархии, если соблюдается иерархия, потому что женщина, она должна чувствовать, что она замужем. Защита. Да. И мужчина знает, что он женат, что это женщина, что это божество. Такое же божество, как на уровне, если Бог творит, творец, да, точно так же и женщина творит. Она же себя, материю создает. И если мужчина относится к женщине как к божеству, как к своему ребенку, как к своей дочери, а женщина чувствует полную ответственность за себя, ее задача рожать. Ничего не поменялось, мы только поменяли дома, а так точно такие же, как и раньше пещеры. Мама тогда бывает мужчина, они были теклер. Бұрын қазақтың бәрі теклер болды. Так же? Потому что женщина сидела дома, ее главная задача была что? И она от этого не разрушалась, она не искала цели, она не искала, где заработать деньги. Да, но я вам еще раз говорю, в этой ситуации даже женщина может быть президентом. Но мужчина ей позволяет, как бы разрешает, не разрешает, ну да, в принципе, всего практическое разрешение, давать ей право на развитие, то есть, да, соглашается с ней. Здесь муж женщину ругается, но не ругает. Я сейчас помню прикол такой, когда ругает, но не ругается. Да, то есть Ругает, но не ругается. Да. не ругается, Да, ругает. не ругается, просто ругает там, Да. пышешь, типа вот так как-нибудь там, да, потихонечку там. Вот здесь чуть-чуть будем говорить, да? Казахта раньше как были, акен келе жатыр. Да. Все, и тишина. Отец может и не приехать, и не быть там, так же? Он не присутствовал среди детей. Он не был в семье. Он все время бегал за мамонтом. Тамақ тауып келетін. Так же? Но его присутствие, его энергия дома была. А сейчас хоть отец зарись, хоть не зарись. То есть, смотрите, вот здесь женщина, она реально счастливая. Да. Она дома, она не устает, она все делает для дома, она варит с желанием это, она убирает, она вообще не устает. Это вот это и говорит о том, что женщина служит мужчине. Когда мужчина покрывает такую женщину, женщина начинает генерировать, созерцать новую энергию на успех для мужчины. Понимаете? Вы же понимаете, что мужчины вообще без женщин, без женской энергии, они не смогут. То есть мужчина не может там зарядиться в зарядку, да, или... А женщина, она, в принципе, может, да, там, ну, есть у нее некие, да, когда она может сама подать эту энергию, да. Смотрите, я акцент не буду брать на первой платформе, я сразу хочу вам сказать две последние платформы, это очень важно. И вам нужно сейчас честно себе признаться, какой вы платформе себе признать. Вот вторая платформа, она называется подкаблучник. Подкаблучник. Вот здесь муж, вот здесь жена. Здесь уже вот две платформы, да, муж переходит на платформу
большим бизнесменом, зарабатывать деньги. Но он будет спрашивать свою жену и последнее слово за женой. Здесь бывает, что муж бывает водителем жены, возит по ее делам. Да? Здесь, муж, когда делает предложение жене, задает вопрос, а будешь ты моей женой? А еще, вот это с Европы живут, на колено встает. Да. Тот мужчина, который упал ниже вагины, все, хребет у него сломан. В этой платформе у мужчины позвоночник сломлен, надломлен. Понимаете, под каблук все залез, да? И вот смотрите, вот это самое интересное, что в этой семье, если доминирует женщина, если в этой семье рождаются сыновья, они тоже уже со сломанным позвоночником практически. Понимаете? И дальше с поколения в поколение. В этой семье, вот в этой родовой системе могут родиться гомосексуалисты. Понимаете? Вот так вот, да? Дальше, вот это понятно, да? Третья платформа, она называется моралисты. Если тоже муж, жена, вот, у них своя нейтральная платформа, и у них есть мораль, который хочет друг другу каждому доказать, что он прав. Вот эти две морали бьются, они в борьбе между собой, никто никому не уступает. В этой платформе происходят разводы. Есть разведенных? Yeah. Да. Или либо один из супругов умирает. У меня повесился муж. Я выхожу из третьей платформы. Объясню. Мы с мужем двое детей, которые выходцы со второй платформы. У меня мама доминировала в семье, у моего мужа мама доминировала в семье. Мой муж практически пришел уже с семьи сломанного позвоночника. Ну, понятно, да? Только что я объясняла. Мы сразу автоматически зашли на вторую платформу. Но по сути мужчина, он всегда чувствует, что он главный. Вы понимаете, он заложено данные, что он главный. Но когда он выходит с этой платформы, да, ему сложно стать главным. А еще есть такое, что оказалось, моя энергия сильнее, чем его. То есть мужчина, смотрите, как определяется женщина. На женщину накладывается возраст, мы стареем. А на мужчину энергия. Они, знаете, блин, 60 лет хорошенькие становятся. Мы 60 лет старые что-то, да? А они прямо такие. То есть на них им важна энергия поднимать. Мужчине важно поднимать энергию. Да? И вот смотрите, если бы тогда бы я еще понимала, мне когда муж повесился, через 2 дня эти платформу вскрыть. То есть здесь, если бы мой муж действительно поднимал энергию, ну, в любом случае, моя энергия по любасу сильнее, я бы казашка. Понимаете, там же жить от табак везде. Кассет бар, казахтан везде бәріне кассет бар. Вот. Ну, как бы, возможно, так бы это было бы неизбежно. Но смотрите, с этой платформы мы упали на третью, потому что реально мы стали каждый заниматься своей жизнью. Ну, то есть я накладывала своему мужу мораль, моя мораль заложена цифра 5, это правильность у меня. А моему мужу число 4, честно. Для него были нечестные отношения такие со мной. То есть я бы стала заниматься развитием своего сознания, перестала уделять внимание мужу, да. Мой муж на вахту методом работал, но это мое понимание было. А я своему мужу накладывала правильность. Смотрите, до абсурда скажу, мораль как билась. Как я ему хотела свою мораль навязать своему мужу. То есть мой муж пил, курил. И я ему говорила, что это неправильно. Я же правильно ищу, да? Что это неправильно, что ты портишь свое здоровье. Но, тем не менее, я сама пила и курила. Абсурд. Я накидывала на него. Мой муж русский, я мусульманка. Я дошла до такого абсурда, что я говорила, слушай, Жень, ну вообще-то давай, может, на тебе это, что где той селся. Ты понимаете, он на меня смотрел, он думал, ты вообще больная. То есть настолько, понимаете, это моралисты. Важно только то, что я хочу. По концовке муж ушел из жизни, да, и я сейчас выходит со третьей платформы. Естественно, я примерно понимание у меня есть первой платформы, но сейчас, например, меня окучивают мужчины, да, которые хотят на меня жениться. Блин, ребята, они тоже все с третьей платформы. То есть я на своем уровне притягиваю этих платформ. Ну, я, конечно, не собираюсь, да, но не надо. Ну, то есть, понимаете, то есть мы притягиваем на тех платформах, мы наказываемся. Можно попасть на первую платформу, но пока это никто не сделал. То есть, если вы находитесь на второй платформе, чтобы со второй попасть на первую, вам нужно до третьей упасть. Но третья это самая страшная платформа. Ее надо прожить, договориться. Ну, хватит ли сил, нет. Просто мужчинам реально нужно поднимать свою энергию. Понимаете? И вот когда мы делаем бизнес, вот я что-то на вас смотрю, я не знаю, может быть, у вас будет бизнес, и когда вы будете, у вас будет какой-то компонент, спросите, на какой платформе.
Если он будет на второй платформе, за него будет решать дела решать жена. И вы замучитесь с этим компаньоном, понимаете? Видимость создавать. Да. Да. Ну а нахождение на какой платформе решает женщина? Устанавливает платформу женщины в любом случае, да, поэтому нам нужны мужчины с сильной энергией. А как понять, что вы сильны? А это вы почувствуете, смотрите, я расскажу песню. Мы недавно с Сергеем ходили в караоке, да, Сергей? И мы, значит, там девчонки, мастера, мы там, короче, выпиваем, мы поем песни, танцуем. Ну, мы такие все, знаете, нам пофигу, кто про нас что подумает, да? И тут наш стол начинает окучивать мужчины. Парни, мужчины, и все начинают к нам как тянуться. Мы понимаем, на нашу энергию идут. И тут подходит парень и начинает у меня спрашивать номер телефона. Вы понимаете, я на них смотрю, да, и я могу им, что хочешь сказать. Чуть ли не вплоть до того, пошел ты нахер. Я ему четко сказала, ты что хочешь, трахнуть меня? Он вот так, ой, бай, я когда на него лицо посмотрела, да, я стала так смеяться. Хочу мастерам сказать, он мне рот закрыл, я еще хуже, я же упала там, да, от этого смеха. То есть, как человеку важно, страшно даже признаться в этом. И смотрите, в чем-то загвоздка-то. Этот мужчина энергетически ниже меня, потому что я могла ему в лоб сказать. Если бы мужчина ко мне подошел сильнее энергии, я бы сидела как девочка Майса. Понимаете? Потому что его энергия, она бы меня покрывала. Я бы хотела перед ним казаться женщиной. Улавливаете суть? Вот когда девочки видите таких мальчиков, ну, которые хочется в лоб что-то сказать, и вы говорите легко, это, кстати, заниженная энергия. Потому что мальчики, мужчины, не мальчики, мужчины, мужики, понимаете ли? Так, ну все, тогда мы понятно здесь? Интересно, хочешь рассказывать?